Хайырлы иртә, хөрмәтле Дәүләт Советы депутатлары, утырышта катнашучылар һәм чакырылган затлар. Доброе утро, уважаемые депутаты Государственного Совета и приглашенные. По традиции, в заседании парламента, на котором оглашается ежегодное послание Раиса Республики, наряду с депутатами Государственного Совета участвуют руководители органов государственной власти, местного самоуправления и представители широкой общественности. В работе 46-го заседания Государственного Совета принимает участие Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов, государственный советник Республики Татарстан, Герой труда Российской Федерации Ментимир Шарипович Шаймиев, премьер-министр Республики Татарстан и члены правительства Республики, сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, руководители судебных и правоохранительных органов, территориальных органов государственного управления Российской Федерации по Республике Татарстан, представители Счетной палаты, главы муниципальных образований Республики, руководители предприятий промышленности, транспорта и строительства, банков, предприятий агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, руководители вузов и других образовательных учреждений, представители науки, творческой интеллигенции и спорта, учреждений здравоохранения и молодежных организаций, представители политических партий и общественных объединений, представители религиозных конфессий, ветераны, руководители дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованные в городе Казани, представители средств массовой информации. Уважаемые участники заседания, учитывая несомненную общественную значимость, Президиумом Государственного Совета принято решение об организации прямой телевизионной и радиотрансляции 46-го заседания Государственного Совета Республики. Онлайн-трансляция для пользователей сети, интернет-доступа на официальном сайте Госсовета Татарстана. В соответствии с результатами регистрации, кворум для начала работы имеется. Разрешите объявить 46-е заседание Государственного Совета Республики Татарстан 6-го созыва объявляю открытым.
садиться. Уважаемые депутаты Государственного Совета, в соответствии со статьей 94 Конституции Республики Татарстан Президиумом Государственного Совета предложено включить в повестку дня 46-го заседания вопрос: ежегодное послание Раиса Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан о внутреннем и внешнем положении республики. Не будет возражений, депутаты? Нет, принимается. Повестка утверждена. Слово для выступления представляется Раису Республики Татарстан Рустему Нургалевичу Миниханову. Уважаемые депутаты Государственного Совета Республики Татарстан и приглашенные, дорогие татарстанцы, хөрмәтле депутатлар, кадерле ватандашлар, Татарстан Республикасы үзенең тотрыклы үсешен дәвам итә. Аның нигезендә иҗтимагый сәяси ныклык, милләтара, конфессияара тынычлык һәм гражданлык татулыгы бу безнең төп байлыгыбыз. Сегодня Республика Татарстан – опорный субъект Российской Федерации, передовой и экономически успешный регион. В основе наших достижений лежит созидательный труд всех поколений татарстанцев, их преданность республике, любовь к родине. Наша общая задача – шаг за шагом продолжить этот путь, внося свой вклад в развитие сильной России. Серьезные вызовы, с которыми столкнулась наша страна, оказали влияние на все сферы жизнедеятельности. Тем не менее, мы достойно с ними справляемся. Мы доказали, нас не сломить. Благодаря твердому курсу президента Российской Федерации, Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, укрепляется военно-оборонный потенциал государства, сохраняется устойчивость экономики, растет консолидация нашего общества. Каждый день на передовой наши солдаты и офицеры самоотверженно выполняют свой воинский долг. Уроженцы и воспитанники республики, проходящие службы в вооруженных силах, подразделениях Росгвардии, МВД и ФСБ, с честью решают поставленные задачи. 9 татарстанцам присвоено звание Героя Российской Федерации. Более 1000 наших бойцов награждены орденами и медалями. Сегодня с нами в зале участники специальной военной операции. Попрошу их подняться. Ну и, конечно, мы искренне рады видеть здесь командира экипажа легендарного танка «Алеша», герой России Расима Баксикова. Спасибо. Каждый из вас пример настоящего героизма, верного служения отчизне. Искренняя благодарность вам и в вашем лице всем участникам специальной военной операции. Без Сезнабалян Гурланал. Рахмат сізге. Спасибо. Кадерлі ватандашлар, дорогие соотечественники, в наших сердцах навсегда остаются имена героев, которые отдали свою жизнь за Родину. Их подвиг никогда не будет забыт. Прошу почтить память погибших минутой молчания.
Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Хурматлы хезмәттәшләр, уважаемые коллеги, с первых дней специальной военной операции татарстанцы активно поддерживают соотечественников на передовой, а также наши подшефные города Лисичанск и Рубежное. Объем гуманитарной помощи от республики на сегодняшний день превысил 4000 тонн. Кроме того, мы обеспечиваем необходимым снаряжением и техникой все подразделения, сформированные в Татарстане. В эту работу включились все наши предприятия и организации, муниципалитеты и депутатский корпус, движение «Помощь рядом Ярдам Янаша», Народный фронт и «Добрая Казань», ДОСАФ республики, религиозные организации, десятки волонтерских сообществ. Особые слова благодарности хочу выразить руководителям предприятий, главам городов и районов, нашим депутатам, которые лично выезжают на передовой и на новые территории. Команде заместителя премьер-министра республики Евгения Анатольевича Варакина, которая сегодня работает в непростых условиях в Лисичанске и Рубежном. Это в том числе наши строители, медики, социальные работники и волонтеры. Биг зур рахмат сизга. Особо хочу отметить неравнодушных граждан, которые вносят свой посильный вклад в общее дело. Таких людей в республике много. Сегодня с нами в зале Таисия Балаева из Бугульминского района, которая на свои средства приобрела автомобиль УАЗ и передала нашим бойцам. Ильдар Зарипов из Альметьевского района самостоятельно изготавливает элементы тактического снаряжения. Айдар Гимадеев из Рыбнословодского района подготовил и направил в зону СВО десятки генераторов печи и различного обогревательного оборудования. Светлана Гурлева из Набережных Челнов наладила отправку гуманитарной помощи во все республиканские подразделения в зоне СВО на несколько миллионов рублей. Тоже попрошу вас подняться. Спасибо вам. Спасибо вам и в вашем лице всем неравнодушным гражданам. Спасибо. Крайне важно окружить заботой всех участников СВО и их семей, в особенности семей погибших. В республике уже налажена работа по оказанию всесторонней помощи, в том числе по организации отдыха и оздоровления детей, обеспечению местами в детских садах, освобождение от родительской платы, предоставление бесплатного горячего питания в образовательных организациях, а также по оказанию всех видов социальной, юридической и психологической помощи. Мы благодарны руководителям предприятий, где принято решение о сохранении рабочих мест участников СВО с выплатой заработной платы. Подчеркну, ни одна проблема и жизненная ситуация участников СВО и их семей не должна оставаться без внимания. Задача органов власти всех уровней, наших предприятий и организаций, оперативное и качественное решение возникающих вопросов, оказание максимального содействия созданному в республике филиалу Государственного фонда «Защитники Отечества». Настоящим полем боя стало медиапространство. Против России развернута полноценная информационная война. Нашим ответом здесь должны стать профессионализм и грамотность журналистов и авторов, их глубокая вовлеченность и гражданские позиции, объективное и достоверное информирование населения. Необходимо впредь решительно пресекать любые попытки дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, дестабилизации обстановки в республике. Средства массовой информации, новые медиа должны быть максимально вовлечены в эту работу. По-прежнему со стороны коллективного Запада не прекращается
попытки деструктивного идеологического воздействия на молодежь нашей страны. Особый акцент при этом делается на разрушение традиционных ценностей, искажение исторической памяти. В этих условиях патриотизм должен стать нерушимой основой нашей стабильности. Именно такие посылы важно транслировать средствам массовой информации, должны лежать в основе произведений и работ наших деятелей культуры и искусства. Большая роль в данной работе отводится детско-юношеским общественным объединениям «Юнармия», «Большая перемена», учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания «Авангард», волонтерским отрядам и организациям. По инициативе президента страны создана общероссийская организация детей и молодежи «Движение первых», основными задачами которой являются формирование у подрастающего поколения чувства гордости за нашу страну, любви к родине, сохранение исторической памяти. Татарстан активно включился в эту работу. Во всех муниципалитетах созданы местные и первичные отделения. Проводятся мероприятия с большим охватом молодежи. Отмечу, воспитание подрастающего поколения – это работа не одного дня. Большая ответственность здесь лежит на воспитателях, старших группах детских садов, классных руководителях в школах и ответственных сотрудников в СУЗах и вузах. Обращаю внимание руководителей движения первых всех уровней. Формализм здесь недопустим. Только искреннее отношение к воспитанию подрастающего поколения позволит всем нам с уверенностью смотреть в будущее. Безусловно, основа патриотизма, духовно-нравственных ценностей прививается прежде в семье. Гаиләнең әһәмияте бәяләп бетергесез. Нәкъ менә гаиләдә халкыбызга хас булган җиргә, туган йортына мәхәббәт, тырышлык һәм үзара хөрмәт, эш сөючеллек һәм җаваплылык кебек сыйфатларга нигез салына. Сегодня мы пригласили в зал семьи династии защитников Отечества, в которых сразу несколько поколений посвятили свою судьбу защите Родины. Такие семьи – гордость и слава нашей республики. Это династии Соколовых, Сибгатуллиных, Тульчанских. Я их попрошу подняться. Большое спасибо, Рахмат Сызга. В таких семьях в республике много. В вашем лице желаю всем семьям защитников Отечества благополучия и всего доброго. Хөрмәтле хезмәттәшләр, уважаемые коллеги, сохранение исторической памяти – наша святая обязанность. Только в этом году в республике установлены памятники, бюсты и мемориальные доски 22 героям Советского Союза и Российской Федерации, в том числе участникам спецоперации. Несомненно, работа по увековечению памяти героев Отечества будет продолжена. Поручаю правительству, мэрии Казани подготовить предложение о создании в парке Победы в Казани мемориальной зоны, посвященной СВО. В 2025 году вся страна будет праздновать 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Правительству глав городов, районов нужно уже сейчас начать работу по подготовке празднования юбилейной даты. Уважаемые депутаты, хөрмәтле депутатлар, весной будущего года состоятся выборы президента Российской Федерации. Уверен, внешние вызовы, которые сегодня противостоит наша страна, выступят дополнительным стимулом консолидации нашего общества. А Татарстан в ходе избирательной кампании традиционно продемонстрирует свою высокую активность и поддержку действующего курса нашего национального лидера.
В сентябре следующего года будет избран 7-й созыв Государственного Совета Республики. Государственный Совет под председательством Фарида Хайрулловича Мухаммедшина всегда отстаивает интересы республики и наших граждан, принимая выверенные решения. Хурматлы депутатлар, уважаемый депутат, хизмәтегез өчен зур рәхмәт. Вам большое спасибо. Уважаемые депутаты, в Татарстане сохраняется высокий уровень межнационального и межконфессионального мира и гражданского согласия. В текущем году в атмосфере духовного единения и солидарности у нас прошли мероприятия в рамках работы группы стратегического видения России «Исламский мир» в формате межрелигиозного диалога с участием патриарха Московского и вся Руси Кирилла, 13-го Всероссийского форума татарских религиозных деятелей, празднование очередной годовщины официального принятия ислама в Волжской Булгарии, а также традиционные мероприятия, посвященные Дню явления Казанской иконы Божией Матери. В ноябре в столице республики пройдет 5-й форум православной общественности Татарстана. В целом, необходимо продолжить и укреплять статус республики как площадки для развития межнационального и межрелигиозного диалога. На протяжении последних лет в Татарстане многое делалось для сохранения историко-культурного наследия, особенно в рамках деятельности Фонда Возрождения. Развитие этнокультурного многообразия способствует проводимой работе в рамках Года национальных культур и традиций, объявленного в республике. Нам следует и далее объединять усилия, чтобы культурное достояние, память предков, уникальность каждого народа продолжились в последующих поколениях. Только так мы сможем сохранить свой культурный код. Важная роль здесь, безусловно, отводится деятелям культуры и искусства. Особое внимание надо обратить не только на культурную, но и образовательно-воспитательную составляющую для подрастающего поколения. Речь идет о введении образовательной и воспитательной программы модуля «Народные традиции», проведении на системной основе мастер-классов, курсов по народным художественным промыслам, подготовке учебно-наглядных пособий для детей. Серьезным подспорьем в этом направлении должно стать создание в Казани Центра возрождения, сохранения и изучения развития народных художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства. Хурматлы хизмәттәшләр, уважаемые коллеги, Республика Татарстан продолжает развитие международного сотрудничества с зарубежными партнерами, отстаивая традиционные духовные ценности и историко-культурное наследие и построение справедливого миропорядка. Один из приоритетов, определенных главой нашего государства, развитие взаимовыгодного сотрудничества с исламским миром. Эффективной площадкой стал Международный экономический форум «Казань-форум». Проведенные мероприятия получили высокую оценку руководства страны. В текущем году в нем приняли участие представители более 80 иностранных государств. Это, в свою очередь, подтверждает тот факт, что ни о какой изоляции России речи быть не может. Необходимо обеспечить качественную подготовку Казанского форума в следующем году. Кроме того, следует продолжить взаимодействие по различным направлениям с Организацией исламского сотрудничества, в том числе в контексте мировой молодежной политики, в сфере науки, культуры, образования, спорта, а также создание условий для халяльного образа жизни. Важным направлением для привлечения зарубежных инвестиций исламских стран является реализация федерального закона по партнерским финансам. Хочу выразить благодарность депутатам Государственной Думы от Республики Татарстан за активное участие в ее разработке и принятии. Как пилотному региону нам нужно качественно отработать проведение эксперимента по созданию благоприятных правовых условий для внедрения партнерских финансов в нашей стране.
Важно организовать работу по подготовке специалистов по исламскому банкингу. Кроме того, особое внимание нужно уделить повышению уровня информированности населения и бизнеса. Основная роль здесь отводится духовному управлению мусульман республики. Президентом страны подписан указ о проведении в 2024 году в Казани саммита глав государств БРИКС и БРИКС+, с участием более 20 лидеров стран. Для нас это не только большая честь, но и серьезная ответственность. В рамках саммита пройдет большое количество мероприятий, в том числе мультиспортивные игры БРИКС. Нам предстоит большая работа, в том числе по обеспечению безопасности, по подготовке в сфере гостеприимства. Республиканскому оргкомитету совместно с федеральными коллегиями необходимо обеспечить ее координацию. Важным направлением внешних связей республики является взаимодействие с соотечественниками. Ключевая роль в этой работе отводится Всемирному конгрессу татар. Ол бүтін дүние бойынша татар милли мәдәни оешмаларын берләштерә, төрле төбәкләрдә дәүләт органнары белән хезмәттәшлекне ныгыта, конгресска милләттәшләр белән эшләү формаларын тагын да камилләштерү мөһим. Уважаемые коллеги, хөрмәтле хезмәттәшләр, экономика республики, как и Россия в целом, стабильна и устойчива к внешним вызовам. Основные показатели социально-экономического развития текущего года демонстрируют положительную динамику. Эти результаты во многом стали возможны благодаря сформированному в предыдущие годы запасу прочности и оперативно принятым федеральным и республиканским мерам поддержки. Мы благодарны президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, правительству России за своевременные решения и поддержку наших инициатив. Отдельные слова признательности надо адресовать руководителям наших предприятий. В непростых условиях вам удалось сохранить производство и трудовые коллективы, обеспечить их стабильную работу и, главное, сформировать новые производственные и логистические цепочки. Необходимо и дальше обеспечить бесперебойную работу предприятий всех отраслей. Задача министерств, ведомств, муниципалитетов, депутатов оказывать максимальное содействие бизнесу, вникать в вопросы каждого производителя, информировать и сопровождать предприятия по мерам государственной поддержки. Одна из главнейших задач, которую поставил президент России, достижение технологического суверенитета в базовых отраслях и формирование экономики предложения. В Татарстане есть все условия для активного участия в ее реализации, прежде всего передовая научно-исследовательская и промышленно-производственная база. В этом году нефтяники республики отмечают 80-летие с начала промышленной разработки нефтяных месторождений Татарстана. За эти годы из недр республики добыто 3,5 миллиарда тонн черного золота. И сегодня предприятие нефтяной промышленности является основой экономики республики. Компания «Татнефть» благодаря последовательно реализуемой стратегии развития из нефтедобывающего предприятия превратилась в крупнейшую российскую вертикально интегрированную компанию, в составе которой динамично развивается нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетика и другие направления. Один из знаковых проектов компании «Татнефть» – комплекс «Танека» – современное высокотехнологичное предприятие по переработке нефтесырья с объемом инвестиций более 500 миллиардов рублей. В текущем году объем переработки нефтесырья на «Танека» должен превысить 18 миллионов тонн. Компания «Сибур» продолжает реализацию на территории республики крупных инвестиционных проектов. Важнейшей задачей является запуск олефинового комплекса ЭП-600
со всеми его производными. Мы благодарны руководству компании «Сибур» за принятое решение о создании в Казани Центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, что позволит усилить позиции наших предприятий на рынке и дать новый импульс дальнейшему развитию химии и нефтехимии Татарстана. Особо отмечу подход Сибура по внедрению современных стандартов условий труда. На эти цели направлено более 1 миллиарда рублей, в том числе отремонтированные и оснащенные новым оборудованием бытовые помещения, медицинские пункты и столовые. Совместно с компанией «Бахатлы» организовано качественное питание для персонала, обновлен автобусный парк, а также Сибур активно участвует в реконструкции социальных объектов в Нижнекамске. Безусловно, нашим стратегическим партнером является компания «Газпром». Татарстан – один из крупнейших потребителей газа в стране. Хочу выразить слова благодарности «Газпрому» за гарантированное обеспечение газом реализуемых проектов, а также за большой объем заказов для наших предприятий. Учитывая важное значение нефтегазохимической отрасли, где сегодня формируется порядка 60% объема произведенной в республике продукции в условиях геополитических изменений, правительству совместно с Татнефтехиминвест холдингом нашими предприятиями необходимо разработать и принять новую программу развития отрасли на период 2025-2030 годов. Татарстан – крупнейший машиностроительный центр страны. Лидер отрасли автогигант КАМАЗ. В сложившихся непростых условиях завод безостановочно производит нужную стране автотехнику, налажен серийный выпуск грузовиков модельного ряда К5 с улучшенными свойствами, включая самосвалы нового поколения. Растет производство автобусов, электробусов. В планах завода создание производства по выпуску легковых электромобилей. В тестовом режиме беспилотные грузовики КАМАЗ начали перевозку грузов по федеральной трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Несмотря на уход иностранного партнера, и завод на своих дочерних предприятиях сохранил производство комплектующих и компетенции. КАМА «Дизель» продолжает реализацию проекта по локализации компонентов дизельных двигателей. ЦФ КАМА осваивает производство роботизированных коробок передач. Отмечу также компанию «Солис», которая после ухода иностранного инвестора смогла сохранить персонал и начала производство новой линейки коммерческих грузовиков. В июле текущего года при участии председателя правительства России Михаила Мишустина запущен завод по производству двигателей на особой экономической зоне Алабуга. Завод имени Горького наряду с военной продукцией производит широкую линейку гражданских судов. В текущем году для повышения качества речных пассажирских перевозок у предприятия республики закуплено теплоход проекта А-217 и 2 новых «Метеора». Производственное объединение завод имени Серго пользуясь указом президента страны отмечен почетным знаком Российской Федерации за успехи в труде. Казанский авиационный завод продолжает глубокую модернизацию производства. Мы благодарны руководству страны за решение о расширении серийного выпуска самолетов Ту-214. На Казанском вертолетном заводе реализуется масштабный проект по расширению производства на сумму 28 миллиардов рублей. Сформирован твердый портфель заказов на 3 года вперед, в том числе и поставки на экспорт. Завершена работа по импортозамещению компонентов для вертолета «Ансар». Также увеличивает номенклатуру новых машин и оборудования завода «ЕЛАЗ», «Рияд», «Раритек», «Казань-Сельмаш». Новые направления высокотехнологичной продукции осваивает компания ICL и «Электрооптима». Наращивают объем промышленного производства КМПО, «Алнас», «Казань», «Компрессормаш» и многие другие предприятия. Под особым вниманием правительства страны находится предприятие оборонно-промышленного комплекса республики, которое сегодня работает в усиленном режиме.
Безусловно, главная задача – выполнение гособоронзаказов в сроки и в полном объеме. Необходимо также совершенствовать выпускаемую продукцию с учетом полученного боевого опыта. Хочу поблагодарить трудовые коллективы, наши предприятия за значимый вклад в развитие экономики, в том числе обороноспособности страны. Аплодисменты нашим предприятиям. В текущих условиях важнейшим вопросом является обеспечение промышленной и антитеррористической безопасности предприятий. Руководители несут личную ответственность. Прошу правительство проработать с федеральным центром вопрос формирования отдельной государственной программы по антитеррористической защищенности предприятий. Хөрмәтле хезмәттәшләр, уважаемые коллеги! Одним из важнейших факторов развития экономики является обеспечение квалифицированными кадрами. Решение данной задачи должно быть системным, охватывая все ключевые компоненты. Начинать работу необходимо со школьной скамьи. На протяжении последних лет наблюдается тревожный тренд уменьшения численности школьников, выбирающих ЕГЭ по естественно-научным направлениям по профильной математике, физике, химии. Важно переломить эту тенденцию. Для этого нужна грамотная профориентационная работа, предпрофильное и профильное обучение с участием предприятий, активное вовлечение детей в творческую и изобретательскую деятельность. Особая роль в данной работе отводится чемпионатному движению и конкурсным мероприятиям, стимулирующим интерес к профессии. Подготовка специалистов должна проводиться под подпорядком конкретных предприятий. С этой целью в республике действует 47 ресурсных центров. Данная модель доказала свою эффективность. В качестве примеров отмечу Альметьевский политический колледж, Купмарский аграрный, Казанский авиационно-технический колледжи. Кроме того, производственно-образовательные кластеры созданы. Центр подготовки рабочих специальностей Алава Политех. До 10 тысяч человек будет через 3 года. Зеленодольский механический колледж, который является опорным подготовкой специалистов для завода «Позис». В целях обеспечения кадрами судостроительной отрасли открыт Зеленодольский судостроительный колледж. Активную работу с ресурсными центрами на Челнов ведет компания КАМАЗ. Перспективным проектом является создание передовых инженерных школ. 4 школы уже начали свою деятельность в сфере машиностроения. Это КФУ и КАМАЗ. Нефтехимия – это КХТ и Сибур. IT-сфера – это университет Иннополис совместно с IT-компаниями. В области биотехнологий – это ИТМО, Огни совместно с нашей компанией «Татнефть». Кроме того, правительство республики совместно с Академией наук, предприятиями, Советом ректоров вузов нужно продолжить работу по формированию центров компетенции в отраслях авиа- и вертолетостроения, строительства, сельского хозяйства и медицинских технологиях. Перед нашими вузами стоят задачи по развитию технологического предпринимательства в вузовской среде, по активизации работы в рамках федерального проекта по созданию научно-образовательных центров мирового уровня, а также федеральной программы стратегического лидерства «Приоритет-2030». В целом, все ключевые приоритеты и направления дальнейшей работы отражены в принятой программе научно-технологического развития республики. Консолидирующим ядром в управлении ее реализацией должна стать Академия наук Республики Татарстан. Правительству необходимо внести соответствующие предложения по закреплению ее полномочий в этой сфере и усилению ресурсной обеспеченности Академии наук Республики. Понимая важность роли науки и инноваций в реализации стоящих перед нами задач, в рамках десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, 300-летия российской науки, следующий год в Республике Татарстан
объявляю годом научно-технологического развития. Разработки наших ученых не должны оставаться в лабораториях. На их основе нужно создавать новые производства. Для этого в республике действует инфраструктура поддержки бизнеса, в том числе особый экономический зона Алабуга и Иннополис, Технополис Химград, Кипмастер, IT-парки. Создание благоприятных условий для развития бизнеса – один из наших приоритетов. У нас есть резервы для дальнейшей работы в этом направлении, прежде всего в части оптимизации прохождения процедур, связанных с реализацией инвестпроектов. Данная работа проводится в рамках проекта «Сквозной инвестиционный поток» при поддержке госкорпорации «Росатом», разработаны дорожные карты. Отраслевым министерством и ведомством, ресурсоснабжающим организациям, муниципалитетам при координации Министерства экономики необходимо обеспечить их выполнение в установленные сроки. Отмечу, предприниматели всегда были и остаются активной и инициативной частью населения. В период глобальных изменений проявили хватку и стойкость, сохранили и создали новые рабочие места, начали производить новую востребованную продукцию, продолжают развивать свои бренды, которые становятся узнаваемыми за пределами республики. Малый и средний бизнес – драйвер структурной перестройки экономики. Нашим ключевым приоритетом является улучшение предпринимательского климата, а именно стимулирование создания новых субъектов МСП, обеспечение качественного роста бизнеса, его перехода на следующий экономический уровень от микро к малым компаниям, от малых к средним. Развитие бизнеса в реальном секторе экономики наших производителей, а также снятие ограничений по выходу предпринимателей на экспорт и раскрутки собственных торговых марок. Кроме того, следует активнее использовать потенциал промышленных парков, цифровых сервисов, в том числе Республиканского маркетингового центра, федеральной цифровой платформы msp.rf, а также площадок интернет-торговли. Здесь важна обратная связь делового сообщества. Необходимо содержательное предложение от бизнес-объединений. Поручаю правительству республики подготовить соответствующий план мероприятий. Уважаемые депутаты, хурматлы депутатлар, одной из ключевых отраслей экономики является сельское хозяйство. Текущий год для аграриев выдался непростым из-за засухи. Тем не менее, нашим земледельцам удалось собрать 3,7 миллиона тонн урожая зерновых. Также ожидаем сбор более 1,5 миллиона тонн сахарной свеклы, не менее 800 тысяч тонн картофеля, 300 тысяч тонн овощей. Это позволит полностью обеспечить население продуктами питания. Хочу поблагодарить сельчан за непростой и очень важный труд. Барыгызга улы рахматымны билдирем. Данные показатели – результат планомерной работы последних лет по развитию и поддержке аграрного производства, в том числе части субсидирования покупки минеральных удобрений, поддержки мелиорации, создания орошаемых земель, внедрение влагосберегающих технологий, реализации программы технической модернизации. Мы благодарны компании «Татнефть», которая ежегодно обеспечивает сельхозпроизводителей качественным дизельным топливом по льготной цене. Бекзур рахмат сизге. Активно внедряя новые технологии, некоторые хозяйства, несмотря на неблагоприятные условия, дали в текущем году хороший урожай. В их числе компания «Колос», «Нарман», «Актаныш», а также фермы Ильгиз Загиев, Зуфар Мухаммедшин, Азат Давлетшин, Равиль Бекшуров. Татарстан – лидер по производству молока в стране. Важно сохранить набранный темп. В прошлом году мы впервые произвели более 2 миллионов тонн молока.
Значимый вклад вносит Купмарский район, более 400 тонн молока в сутки. Сабинский, Атинский, Балтасинский, где производится более 300 тонн молока ежедневно. Отмечу наши передовые хозяйства. Это АПК, продпрограмма Мамадышского района, сельскохозяйственное предприятие Месайдашева Тукаевского района, а также компания «Августагро». Сегодня мы их пригласили в зал руководителей хозяйств, наших фермеров. Они здесь, я прошу их подняться. Поблагодарим их за их работу. Бекзур Рахматович, спасибо. Для развития животноводства в республике оказывается поддержка по всем направлениям, от приобретения племенного скота до строительства высокотехнологичных комплексов и кормовых центров. Эти инструменты для всех одинаковы, но пользуются ими по-разному. Например, за прошлый год в Дрожжиновском и Камско-Устинском районах не закуплено ни одной головы племенного скота. В настоящее время в Дрожжиновском, Зеленодольском, Верхнеуслонском, Рыбнослободском, Менделеевском, Альметьевском, Лаишском и Пестрищинском районах не реализуется ни одного крупного инвестпроекта. Вот в результате только один Купмарский район производит молока больше, чем эти 8 районов вместе взятые. Это 140 тысяч тонн в год. Купмарский район, вам аплодисменты. Наша главная задача – не допустить снижения поголовья. Дорожные карты по его восстановлению и строительству новых животноводческих комплексов приняты нашими агрохолдингами. Министерству сельского хозяйства нужно обеспечить контроль за их выполнением. Хурматлы хизматташлар, уважаемые коллеги, важным направлением является развитие IT-сферы. Все 319 государственных муниципальных услуг переведены в электронный вид. В текущем году татарстанцы получили почти 2 миллиона услуг через электронный портал. Кроме этого, еще 3 миллиона услуг оказано гражданам через многофункциональные центры. Наша задача – максимально упростить получение услуг для населения. Для этого необходимо развивать и внедрять проактивное оказание услуг по каждой жизненной ситуации, например, при рождении ребенка или вступлении в брак. Также важно строго соблюдать качество и сроки оказания услуг. Все большую популярность набирает электронный сервис в сфере ЖКХ «Локула». Им уже пользуются жители более 4000 многоквартирных домов республики. Следующим этапом развития сервиса станет возможность подключения к нему садовых товариществ. В сфере образования для получения равного доступа городских сельских школ к современным образовательным ресурсам до конца года в республике будут внедрены новые сервисы на базе Московской электронной школы. И кроме того, мы, конечно же, продолжаем обеспечивать наших учителей ноутбуками. Слова благодарности банку «Акбарс», который эту задачу решает. За 2 года 36 тысяч ноутбуков. В республике создается единый электронный контур в сфере здравоохранения по мировым стандартам. Он будет оснащен искусственным интеллектом для быстрой и точной постановки диагноза специалистами и позволит автоматизировать рутинные процессы в медицинских учреждениях. До конца года следует завершить тестирование системы на базе Нижнекамской районной больницы. Для повышения качества оказания своевременной медицинской помощи дополнительной автоматизации нуждается и служба скорой медицинской помощи. Ежегодно проводится оценка цифровой зрелости промышленных предприятий. Традиционные лидеры – КАМАЗ, Татнефть, Татэнерго. Но есть компании, которые недостаточно внедряют цифровые технологии. Обращаю внимание руководителей, цифровизация – значимый фактор повышения производительности труда и конкурентоспособности. Важный вопрос – информационная безопасность, в том числе государственных информационных систем. Количество сетевых атак по сравнению с прошлым годом выросло в 7,5 раз.
Ответственным ведомствам необходимо обеспечить проведение мероприятий по укреплению безопасности и информированию бизнеса и населения о способах защиты. Хөрмәтле хезмәттәшләр, уважаемые коллеги, главный критерий оценки нашей работы – повышение качества жизни населения. С этой целью в Татарстане проводится масштабная планомерная работа в рамках национальных проектов и республиканских программ. Только в текущем году будет построено, реконструировано, отремонтировано 4070 объектов в социально-культурной сфере на 114 миллиардов рублей. Это новые школы, садики, молодежные центры, объекты здравоохранения, культуры, спорта. Кроме того, по всей республике до конца года будет завершен капитальный ремонт 725 многоквартирных домов. Большой положительный отклик мы получаем на реализацию программы «Наш двор». Ежегодно порядка около 1000 дворов мы приводим в порядок, а также на работу по благоустройству общественных пространств. В текущем году будет завершена работа на 68 объектах по всей республике. Также мы приступили к реализации знаковых для столицы республики проектов создания рядом с Национальной библиотекой на берегу Казанки детского парка. Идет строительство современного здания театра имени Галяскара Камала, который объединит экосистему озера Кабан и Старо-Татарской слободы, станет ярким архитектурным объектом и центром татарской культуры. Еще одним местом притяжения жителей и гостей республики будет территория вдоль Кировских дамб. Здесь появится новое благоустроенное общественное пространство для прогулок и отдыха на воде. Институту развития городов, Институту пространственного планирования совместно с мэрией Казани необходимо активизировать работу по соответствующим мастер-планам. В целом, проводимая работа привлекает к нам все больше туристов. В текущем году их количество превысит 4 миллиона человек. Необходимо максимально использовать меры поддержки нас проект «Туризм» и индустрии гостеприимства в части развития туристической инфраструктуры по всей республике, увеличение количества загородных объектов отдыха, глэмпингов, автокемпингов, современных баз отдыха. Также создание инвест-площадок для строительства новых гостиниц, туристических центрах республики. На федеральном уровне поддержан проект по созданию новой туристической территории Елаишева на берегу Камы, появится круглогодичный курорт. Реализуемые в Татарстане национальные проекты и государственные программы не только повышают качество жизни, но и дают мощный импульс к развитию муниципальных образований, меняют облик республики, делая ее привлекательным. Мы понимаем, насколько реализация национальных проектов и республиканских программ важна для людей. Поэтому главная наша задача – не сбавлять темпов. Хөрмәтле хезмәттәшләр, уважаемые коллеги! Важной составляющей повышения эффективности реализуемых программ и проектов является их синхронизация для комплексного развития территории. Прежде всего, это касается строительства жилья, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Вот ключевая роль здесь отведена Институту пространственного планирования. По инициативе Владимира Владимировича Путина реализуются крупные федеральные инфраструктурные проекты, которые позволят создать новые логистические маршруты, соединить регионы Поволжья, Центральной России и Урала, а также придать дополнительный импульс к развитию межрегиональной кооперации. В текущем году, в конце декабря, будет запущено движение по трассе М-12 и новому 3-километровому мосту через Волгу, который обеспечит обход Казани. Дорога из Казани до Москвы займет 6,5 часов. Также строится трасса М7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму с дальнейшим
реконструкцию участка от набережных Челнов до границы с Башкортостаном. Везде будет первая категория. Это позволит решить проблему перегруженности транспортной инфраструктуры Камской агломерации. Это тоже очень большой проект и очень нужный. Ну и задачи на 2024 год, это больше к нам относятся. Там вот наши федералы очень хорошо работают. Марат Шакирджанович нас поддерживает. Здесь тоже поддерживает. Это строительство дороги Алексей-Альметьевск с вводом ее на федеральную трассу Казань-Оренбург. То есть задача вот до Альметьевска дойти, а дальше уже идем до Баулов. Следующий этап. Реализация проекта обеспечит скоростное сообщение между Казанской и Альметьевской агломерацией. Стратегическая задача – соединить федеральные трассы М7 и М5 дорогами первой категории. Кроме того, в столице республики продолжается реконструкция Горьковского шоссе. Завершено строительство первого участка его дублера. В текущем году будет сдан первый этап Вознесенского тракта от Альметьевской магистрали до проспекта Победы. И, конечно же, мы благодарны правительству России за поддержку реализации этих проектов. Это большие затратные проекты. Наряду с этим в Татарстане большое внимание уделяется дорогам местного значения. Мы ежегодно строим, ремонтируем не менее 700 километров дорог на сельских территориях. Эта работа тоже будет продолжена. Важное направление – развитие общественного транспорта. Благодаря поддержке руководства страны появилась возможность обновления подвижного состава. Ну, понятно, что это ресурсы кредитные, но они нужны. Это специальный казначейский кредит, программа ГТЛК, это лизинг. Вот в ближайшее время мы приобретаем более 400 современных комфортабельных автобусов для городских и пригородных маршрутов. Это для Казани, Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Зеленодольска, Елабуги, Бугульмы, Лениногорска, Заинска, Азнакая, Мензелинска, Нурлатта и Бавлов. Министерство транспорта совместно с муниципалитетом необходимо обеспечить эффективное использование автобусов на маршрутах. Это четверть всего автобусного парка. В текущем году международный аэропорт Казани имени Токая обслужит уже более 5 миллионов пассажиров. Нами принято решение о строительстве нового терминала. Начать работу нужно уже в следующем году. Отдельные слова благодарности КАМАЗу, Сергей Анатольевич, вам за введенный недавно новый терминал международного аэропорта Бегишева имени Леваева. Давай поблагодарим КАМАЗ за такой подарок. Правительству следует проработать вопрос реконструкции взлетно-посадочной полосы с Министерством транспорта Российской Федерации. Ведь вопрос аэропорта был такой, закрывать или оставить. Вот тогда было принято решение, Сергей Анатольевич взял на себя, аэропорт функционирует, не только функционирует, вот нужно дальнейшее его развитие. Благодаря компании «Тамтнефть» сегодня авиакомпания «Йовата Аэро» выполняет полеты из аэропортов республики по 40 маршрутам. И, конечно, в ближайшее время мы планируем пополнить парк новыми самолетами Ту-214 Казанского авиационного завода. Необходимо также расширить маршрутную сеть речных перевозок, в том числе до наших туристических центров и в рамках проекта «Великий Волжский путь». Стоит задача увеличить пассажиропоток республики на водном транспорте к 2025 году до 500 тысяч человек в год. И здесь мы большим подспорьем должна стать созданная в текущем году судоходная компания «Флот Республики Татарстан». В части грузоперевозок для дальнейшего развития транспортно-логистических цепочек республики поручаю правительству подготовить предложение по формированию опорной сети узловых мультимодальных центров с упором на контейнерную обработку грузов, а также единой цифровой транспортно-логистической среды для обслуживания грузопотоков международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства актуальным вопросом остается износ инженерных сетей. На сегодняшний день замене подлежит более 30% сетей. Наша задача – обеспечить эффективную реализацию федеральной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры, которая была запущена по поручению президента страны. Правительству республики, депутатам Государственной Думы от нашей республики необходимо проработать вопрос сохранения объемов федерального финансирования для республики. Там есть некоторые поползновения, снижение цифр, но мы бы хотели в полной мере получить эту поддержку. В зоне повышенного внимания должна быть сфера управления жилищным фондом. По-прежнему остаются вопросы к управляющим компаниям, к их техническому оснащению и кадровому составу. Поручаем муниципалитетам, государственной жилищной инспекции обеспечить жесткий контроль за их деятельностью. Министерству строительства необходимо проработать с Федеральным центром вопрос совершенствованного законодательства в части ужесточения лицензионных требований к управляющим компаниям. Вопросы есть серьезные. Остро стоит вопрос повышения безопасности обслуживания внутридомового и внутригазового оборудования и систем вентиляции. К сожалению, пока не все наши инициативы были поддержаны на федеральном уровне. Правительству республики следует продолжить работу с нашими федеральными коллегами по данным вопросам. Кроме того, главы муниципальных образований совместно с жилищной инспекцией должны безотлагательно обеспечить надлежащий контроль за обслуживанием газового оборудования, проведение разъяснительных бесед с жителями домов. Уважаемые депутаты, депутатлар, залог успешного будущего любой страны, его технологического лидерства, системное совершенствование образования и воспитания. Наряду с укреплением материально-технической базы значительные средства направляются на реализацию отраслевых программ, подготовку кадров. Вместе с тем мы видим, что при равных возможностях итоги государственной аттестации существенно отличаются. В Тукаевском, Ютазинском, Лаишском, Буинском и Менделеевском районах результаты ЕГЭ ниже среднереспубликанских. Кроме того, в ряде районов не подготовлен ни одного 100-бальника. Есть выпускники, вообще не получившие аттестат в текущем году, Тукаевский и Ютазинский районы. Такие ситуации недопустимы. Министерство образования и науки совместно с муниципалитетами необходимо пересмотреть систему работы муниципальных органов образования, совершенствовать педагогические технологии и методические приемы, обеспечить соответствие и качество стандартам. Большая работа, которая охватывает все педагогические сообщества республики, проводится в рамках объявленного в стране года педагога и наставника. Это подчеркивает высокий статус учителей и важность их работы. Отдавая дань уважения профессии, нами принято решение о создании в Казани общественного пространства «Сквер учителя». В жизни каждого из нас есть любимый воспитатель, учитель или тренер. Такие люди очень важны в жизни любого человека, особенно ребенка. Вкладывая в работу частичку своей души, они формируют будущую личность. Сегодня в зал мы пригласили учителей и наставников, которые посвятили свою жизнь любимой профессии. Это учителя Рамзия Митхатовна Шарапова, стаж работы 48 лет, Тамара Михайловна Валишина, стаж 49 лет. Воспитатель Лидия Ивановна Шулаева, проработавшая в детском саду 43 года. Детский тренер Хамза Мухаммед Беширович Юсупов, стаж работы 39 лет, который, рискуя своей жизнью, спас из пожара 2 человек. Я попрошу их подняться. Мы им аплодируем. Спасибо вам и в вашем лице всем педагогам,
и наставникам за ваш труд. Милли мәгариф системасы һәрчак безнең игътибар үзәгендә. Татар телене өйрәнү һәм туган телләрдә укыту өчен шартлар бар. Кадрлар әзерләү буенча эш алып барыла. Адымнар мәктәпләре шелтәре уңышлы эшли. Алар милли мәгариф ресурс методик үзәге. Минтимер Шәриф улы, сезгә бу идеяне тәкъдим итүегез һәм әлеге теманы үстерүдә шәхси катнашуы өчен бик зур рәхмәт. Аплодисмен, Минтимер Шәриф. Татар теле һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туган телен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча комиссия тел мөхитен салуга зур өлеш кертә. Хакимият органнары иҗтимагый оешмалар белән 100-гә якын уртак проект булдырдылар. Әлеге чаралар татар телен генә түгел, республикада яшәүче башка милләт телләрен, рус, чуаш, удмурт, мари, мордва телен үз эченә ала. Бу эш милли мәгариф һәм мәдәният өлкәсе өчен олы әһәмияткә ия. Аны әйдәп бару өчен Марат Гатыйф улы Әхметовка рәхмәтемне белдерәм. Марат, сезгә рәхмәт. Туган телләрне сыйфатлы итеп өйрәнүне балалар бакчасыннан алып, югары уку йортларына кадәр тәэмин итәргә кирәк. Гомумән тел мөхитен формалаштыру муниципаль һәм дәүләт хакимияте органнары төп бурычының берсе. Мондан тыш, ике дәүләт телен куллану өчен барлык шартларны да булдыру мөһим. Наш безусловный приоритет создания условий для подрастающего поколения, чтобы молодые люди могли реализовать свой потенциал в республике. С этой целью в Татарстане ведется работа по развитию современной молодежной инфраструктуры, поддерживаются молодежные общественные организации и инициативы, выделяются адресные гранты. В республике много талантливых ребят, чьими успехами мы гордимся. Сегодня мы пригласили в зал представителей талантливой молодежи республики. Это Ирик Мухаммеддинов, лауреат премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций, победители международных олимпиад Никита Перов по химии, Максим Большаков по математике, Валерий Родионов и Гемран Абдуллин по информатике, Илья Садрисламов, победитель школьной лидии лекторов, Роман Моисеев, ученик года Татарстана, Амир Валиуллов, автор книги об участии СВО, Булат Нургалиев, победитель соревнований дронов «Архипелаг 2023». Ребята, поднимитесь, пожалуйста. Желаем вам успехов и удачи. Виктор Рахмат, спасибо. Уважаемые коллеги, хөрмәтле хезмәттәшләр, кешенең иң зур байлыгы сәламәтлек. Аны саклау бурычын без чын профессионалларга гына ышанып тапшыра алабыз. Табиб зур фидакарлык таләп итүче һөнәрләрнең берсе. Медицина хезмәткәрләренең бер җылы сүзе, бер елмаю да дәвалау сәләтенә ия. Хочу поблагодарить коллективы татарстанских медицинских учреждений за ежедневный труд, профессионализм и любовь к своей работе. В республике проводится большая работа по модернизации системы оказания медицинской помощи, освоению высоких медицинских технологий, в том числе трансплантации, охране материнства и детства, увеличение рождаемости и продолжительности жизни. Только в текущем году открыто 60 новых объектов, в том числе здание Казанской детской поликлиники номер 6, многофункциональная поликлиника поселка Осиново Зеленодольского района. Завершается работа на перинатальном центре 7-й городской клинической больницы города Казани. Важнейшей частью системы здравоохранения является первичное звено. Отмечу, что здесь по-прежнему сохраняется проблема нехватки кадров.
Это приводит к перегрузке имеющегося персонала, что напрямую негативно влияет на качество медицинской помощи. Наиболее остро этот вопрос стоит в Зеленодольском, Нижнекамском, Бугульминском районах. Поручаю Министерству здравоохранения Республики совместно с главами внести предложение по решению данных вопросов. Ключевая роль здоровья сбережения отводится диспансеризации. В текущем году к ней активно подключились наши промышленные предприятия. Профосмотр прошли 80 тысяч работников. В качестве положительных примеров в отношении руководителя к состоянию здоровья коллектив отмечаю компания «Татнефть», «Сибур», КАМАЗ, «Позис», Зеленодольский судостроительный завод. Следует и далее продолжить диспансеризацию населения. Особого внимания требует осмотр женщин и семей, принявших решение о рождении ребенка, а также жителей удаленных деревень и сел. Здесь эффективную работу демонстрируют 5 мобильных медицинских комплексов. Благодаря таким обследованиям только за текущий год выявлены заболевания и оказана своевременная медицинская помощь порядка 3000 человек. Для повышения качества осмотров планируется оснастить комплекс дополнительным оборудованием, флюорографами и маммографами. Ключевой ресурс укрепления здоровья – занятия физической культурой и спортом. Для этого у нас есть все условия. Наследие универсиады послужит хорошим фундаментом для развития спортивной инфраструктуры и спорта. Сегодня Татарстан – один из лидеров по количеству спортивных объектов в стране. Тем не менее, в ряде районов республики при высокой обеспеченности спортивной инфраструктурой доля занимающихся физической культурой и спортом остается от среднереспубликанских значений. Я обращаю внимание глав Камско-Устинского, Новошишменского, Актанышского районов. Большим подспорьем в развитии физической культуры и спорта является активное внедрение системы ГТО. Несмотря на то, что сегодня в информационной системе ГТО зарегистрирован каждый 4-й житель республики, по количеству выполнивших данные нормативы мы далеко не лидеры. Может быть, из-за того, что не везде созданы условия для сдачи ГТО. Задача Министерства спорта, глав муниципалитета создать необходимые условия, чтобы каждый желающий мог попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. Мероприятия должны проводиться на регулярной основе и быть доступны населению. Популяризация физической культуры и спорта способствуют успехи татарстанских команд, в том числе чемпиона страны волейбольного «Зенита» Казань, победители единой лиги ВТБ баскетбольного «Уникса», серебряный призер континентальной хоккейной «Казанский Акбарс», Кубка России «Ватерпольный синтез», а также многократных чемпионов страны по хоккею на траве мужской и женской команды «Динамо Акбарс». Аплодисменты. Мы также гордимся победами татарстанских спортсменов. Сегодня с нами в зале чемпионка мира по бильярдному спорту Диана Миронова, чемпиона и вице-чемпиона России этого года Сергей Демин по стендовой стрельбе, Регина Шайдуллина по тяжелой атлетике, Алексей Велабинцев по синхронным прыжкам буду. Попрошу наших спортсменов подняться. Аплодисменты. Успехов вам! Ждем новых побед! Республика продолжает подтверждать статус спортивного региона, оказания спортивной столицы. В будущем году в республике состоятся 2 крупнейших мультиспортивных мероприятия, которые проводятся впервые в истории. Игры будущего и игры БРИКС. Необходимо провести эти соревнования на высочайшем уровне. Татарстанда зор шаралар уздыру, тормыш сыйфатын күтәрүгә юнәлтелгән илкүләм проектлар һәм республика программаларын гамәлгә ашыру белән бер рәттән без барлык социаль йөкләмәләрне тулысынча үтибез.
һәм адреслы социаль ярдәм күрсәтүне дәвам итәбез. Инвалидларга, өлкән яшьтәге кешеләргә, балалы гаиләләргә һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларга булышу безнең төп бурычыбызның берсе. Хөрмәтле депутатлар, кадерле ватандашлар, алдыбызда төрле өлкәләрдә күп бурычлар тора. Без аларны бергәләп һичшиксез үтәрбез дип ышанам. Безнең көчебез тырыш булуда, талантлы кешеләребездә, өлкәннәрне хөрмәт итүдә, туган илгә булган мәхәббәттә, гаилә кыйммәтләрен һәм мәдәни традицияләрне саклауда. Мы гордимся, что живем, работаем в стране с тысячелетней историей и богатейшим культурным наследием. Наша сила – единство нашего многонационального народа. Когда мы вместе, никакие трудности нам не страшны. Победа будет за нами. Без берега, без булдырабыз. Бигзур Рахмат. Спасибо Рустаму Нургалиевичу за обстоятельный, содержательный доклад с детальным анализом внутреннего и внешнего положения нашей республики. Мы уверены в единении нашего многонационального народа, депутатского корпуса, органов государственной власти всех уровней. Будем едины и все силы направим на реализацию задач, которые сегодня озвучены главой нашей республики, раисом Республики Татарстан Рустемом Нургалиевичем Миннихановым. Коллеги, понятно, что основная часть задач, конкретных дел на плечах исполнительной власти и органов местного самоуправления. Депутатскому корпусу, как и всегда, надо будет подключиться и совместно с правительством подготовить план, комплекс мер по реализации прозвучавшего послания раиса Республики Татарстан. Я думаю, мы эту задачу оперативно, начиная, как говорится, с завтрашнего утра, приступим к этой работе, безусловно, подготовим, а парламент республики возьмет реализацию его под особый парламентский контроль. Бигзур Рахмат, коллеги, вопрос рассмотрен. 46-е заседание Государственного совета Республики Татарстан объявляю закрытым.